спецслужбы РФ искусственно стравливают евреев и мусульман в Европе. Факты и расследования. Это не конспирология, а официальные выводы европейских спецслужб, подтвержденные судебными приговорами и масштабными утечками кремлевских документов. Цель Кремля – использовать войну на Ближнем Востоке, чтобы расколоть европейское общество, переключить внимание с Украины и перегрузить местную полицию. Вот две главные спецоперации, которые были полностью раскрыты за последнее время. Кейс номер 1. Синие звезды Давида в Париже. Осень 2023 года. Сразу после обострения конфликта между Израилем и Хамас, обратите внимание, когда произошел конфликт, в октябре 2023 года на жилых домах в Париже массово появились трафаретные синие звезды Давида. Первой реакцией общества был шок от всплеска антисемитизма. Что выяснило расследование? Французская контрразведка и прокуратура Парижа быстро вышла на исполнителей. Ими оказалась пара нелегалов из Молдовы. Они признали, что делали это за деньги от неизвестного лица из России. Позже полиция Молдовы доказала, что за набором исполнителей стоял беглый прокремлевский олигарх Илан Шор и бизнесмен Анатолий Призенко. Цифровой след. Французское государственное агентство по борьбе с цифровым вмешательством зафиксировало, что российский бот-сеть Doppelganger, связанная со спецслужбами РФ, моментально подхватила эти фото и опубликовала тысячи автоматических постов в соцсетях, искусственно раздувая панику и взаимную ненависть общин во Франции. Кейс номер 2. Свиные головы в мечети и зеленая краска на синагогах. 2025 год. Эта масштабная гибридная атака была раскрыта благодаря бдительности обычного французского фермера в Нормандии. Он сообщил в полицию, что двое иностранцев на машине с сербскими номерами купили у него около десятка отрезанных свиных голов. Благодаря камерам слежения полиция вела эту группу по всей стране. В мае 2025 года эта группа облила зеленой краской мемориал Холокоста, 3 синагоги и еврейский ресторан в Париже. А в сентябре 2025 года они подбросили свиные головы к дверям 9 парижских мечетей, написав на некоторых из них имя президента Эммануэля Макрона. Провокация была рассчитана на то, чтобы мусульманская община обвинила в осквернении местных правых или еврейские организации. В игру вступило международное следствие. В декабре 2025 года Высший суд города Смедерево в Сербии вынес официальные приговоры 3 участникам этой группы, все они граждане Сербии. В тексте судебного вердикта прямо указана, группа действовала по прямому указанию с инструкциями и на деньги структур разведывательной службы Российской Федерации, предположительно подразделение ГРУ 29155, номер части. За каждую акцию им платили от 1000 до 1500 евро. Утечка документов Кремля – стратегия когнитивных ударов. Окончательную точку в спорах поставили журналисты-расследователи, международный консорциум журналистов, эстонское издание Delphi, консорциум, еще один, международный центр V-Square и французская газета Le Monde опубликовали масштабный массив утекших внутренних документов Кремля. Из этих документов стало известно, что при администрации президента Российской Федерации действует так называемое агентство социального проектирования под руководством Ильи Гамбашидзе, находится под санкциями США и ЕС. В внутренних отчетах эти акции прямо называются когнитивными ударами против Запада. Стратегия Кремля прописана черным по белому находить самые болезненные точки в европейском обществе, религия, миграция, межэтнические отношения, и умышленно бить по ним, нанимая маргиналов, радикалов или иностранных наемников. Это доказанный факт.